Давайте поаплодируем этой маленькой, хрупкой женщине, которая сделала невозможное. Она нашла своего сына. Галина Алексеевна, вы нашли сына и сразу уехали из Чечни? Нет. Когда я его нашла, когда встреча произошла, когда в Хашкилды мне привезли его на мотоцикле, деньги были у Хампаши, расплачивался Хампаша. И нас после выкупа увезли к Радуеву, сдали Радуеву. Был приказ Радуева всех военнопленных сдавать на обмен. Нас привезли в штаб к Радуеву. И вы его видели? Ну как же. И что он вам говорил? Он мне сказал: Аллах спас вашего сына, зачем же снова терять его? Будем ждать официального обмена. Я спросила, в течение какого времени, он сказал 7-10 дней. Ну и вот стали мы жить там, он работал, я жила. Галя, расскажите мне, где вы жили, у каких людей вы жили, как они вам-то помогали? Ведь вы жили у чеченцев, вы русская, война. С первого дня я вообще не чувствовала, что я русская, а не чеченцы. Они относились ко мне прекрасно, прекрасно, последним куском делились. Первое, что делали, они сажали за стол. Никогда они не вспоминали, что я враг или что-то, мне вот лично. А кто-то им говорил, этим женщинам, что не надо? Были, когда мы жили в Гордали-Юрт. Да. Те семьи, у которых погибли полностью, были такие семьи полностью уничтоженные. Кто эти женщины, которые помогали-то вам? Залпа. Потом мы перешли жить к Зуре. Зура Читалова с Гордали-Юрт. У нее жили ее подруга очень хорошо, Ехита Висашова, относилась ко мне. Всегда они были рядом со мной. Когда бы я, ну, если что-то мне было плохо, они всегда меня утешали. Лучше родных. Когда Сашу посадили в яму, один из тех, что находился в штабе, сказал, что ты сгниешь у меня в этой яме только за то, что ты служил в Тухчарах. Когда его посадили, я прибежала, комендант Паша спросила, сколько он будет в этой яме сидеть. Он сказал, что до официального обмена. Когда этот обмен произойдет, неважно. Хоть полгода он будет сидеть. Ноябрь, декабрь, яма цементная. Первое, что я обратилась к секретарю, к секретарше Радуева. Я сказала: женщина, я встану перед вами на колени. Она подбежала ко мне, подняла и сказала: сегодня же Салман узнает, ваш сын не будет в яме сидеть. А Потом я пришла домой, да, сидела, плакала. Ко мне сидела Зура и Ехита. Они встали и ушли. Вдруг через где-то 1,5 часа они вернулись с моим сыном. Ехита, за ней Саша и за ней Зура. Так вот они пришли. И они сказали, что они заложили свои семьи. Как? Ну, заложили свои семьи, пришли под залог своих семей, взяли моего сына из ямы, чтобы сына выпустили моего. Они отпустили вашего сына в залог... Своих семей. У Зуры 4 своих детей. Семей. От 13 до 6 лет. У Ехиты 2. Да. Если с нами бы что-то случилось, значит, с их семьями Радуев мог делать, что хотел. Какая страшная история. Ой, сейчас. Галина Алексеевна, ну а странно ведь, правда? Ну вы же вроде мать врага, а вам помогают чеченские женщины. Знаете, Зура всегда говорила, если бы он находился один, может, я даже в его сторону не посмотрела бы. Так как ты не побоялась приехать к своим врагам, значит, я тебе всегда буду помогать. Ты мать. И она ему всегда говорила, хотя относилась к нему прекрасно, она всегда говорила ему, что я помогаю матери, ты пришел нас убивать, я помогаю матери. А как вы бежали-то? Они вам помогали же бежать, я знаю. Да. Ну, идею подал в штабе. Он сказал, сидит и говорит: почему вы здесь живете, что вы ждете? Я говорю: как что ждем? Мы ждем, чтобы нас отпустили. Он говорит: а у вас что? Наручники на руках, веревки на ногах. Почему вы ждете, не попытаетесь уйти? Ну, когда я пришла, рассказала. Зура сказала: мы поможем тебе. И вот у нас чисто все получилось, без всяких решений, предысторий. Потрясающе, это был женский заговор. Да. Тяжело. Не плакать, не плакать. Главное, не плакать. Это был заговор матерей. Это был фактически заговор матерей. Мы ушли. Я взяла только маленькую сумочку.
Пост находился немного левее. Мы пошли по тропке правее поста. Мы шли, Саша впереди, я сзади. Сзади за мной Зулпа с дочкой. Пришли мы до трассы, вышли на трассу. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Вышли на трассу, подошли к ларьку подруги Зулпы. Она взяла нас к себе до темноты, так как родители, не родители, а свекровь со свекром Зулпы, ну, не одобрили бы это, то, что она помогает. Они были против, да? Они все-таки были там, с теми. Вот мы переждали до темноты время у этой женщины, у Раисы. Я никогда не забуду бабушку, которая сидела на диване, перебирала четки и сказала, плакала, у нее так по морщинам текли слезы, чеченка, и сказала: спасибо вам, Зуре и Зулпе, спасибо вам, что помогли этой женщине, спасибо вам. Она им сказала спасибо за то, что они помогли мне. Это мне перевела Зура. Как эти женщины они оказались вашим живым щитом? Вашим живым щитом. В темноте мы перешли к Зулпе ночь. Утром на автобус приехала Ехита с Гордали. На автобусе мы ехали с Зулпой и Ехитой. Потом сели в электричку. Саша сидела отдельно, я отдельно. За 3 остановки до Прохладной они вышли. Мы попрощались с ними. Дальше мы поехали сами. И так до сих пор они живут там в Гордали и Юрт? Да, одно письмо я получила. Одно письмо? Получила. Какое письмо? Что там было написано? Они пишут, что помнят о нас, что никогда не забудут нас, чтобы я писала, приезжала в гости. И самое большое желание моей жизни – увидеть их снова. Где вы силы-то находили для того, чтобы делать все это? Для того, чтобы совершить то, что вы совершили? Одна бы я ничего не нашла. Помогали мне везде. И дома, искать его, и с деньгами. Есть люди. Значит, хороших людей немало. Знаете, я даже не представляю себе, какими словами, как можно отблагодарить тех женщин, которые спасали вашего ребенка, правда? Да. Ну вот чем? Может быть, вы будете молиться? Чем вы можете отблагодарить этих женщин? Если можно, несколько слов. Даже если нет телевизора у одной, может, другая увидит. И скажите. Зура, Ехита, Зулпа, Залпа. Я все-таки надеюсь на встречу с вами. Я думаю, что когда-нибудь вас увижу. Спасибо, низкий поклон вам и всем тем, кто помогал мне тогда. Я не могу всех назвать, их было много. Не только эти женщины в Чечне мне помогали. Залинка, Альбиночка, я вас никогда не забуду. Знаете, Галина Алексеевна, я знаю, что я поступила бы точно так же. Я и мои коллеги сделали все, чтобы этот день вам запомнился. Сегодня в нашей студии женщины из Чечни, которые помогли вам вытащить вашего сына из плена. Встречайте, Зура, Залпа, Ехита. Вы все видите сами. Кто-то хочет, чтобы мы были врагами. Кому-то мало слез, уже пролитых русскими и чеченскими матерями. Так вот, смотрите, вот эти слезы. Но отныне и навсегда это только слезы радости. И я хочу, чтобы это было так. И я думаю, что я не одинока. До свидания. До встречи через неделю.